Господи, помилуй, Господи, прости. Дорогие братья и сестры, всех поздравляю с началом Великого Поста. И вот в Великом Посту читаются чтения из книги Исаии пророка. И вот у меня такое вот размышление на тему чтений из книги Исаии пророка, потому что эти чтения всегда актуальны, особенно в наше время. Книга пророка Исаии, глава 1. Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме, во дни Осии, Иофам, Ахаза, Иезекии, цари иудейский. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». Господь говорит, что Он воспитал сыновей, и они возмутились против Него. И вот, братья и сестры, мы христиане, мы дети Божии, мы в крещении, мы усыновляемся Богу. И что мы видим? Что христиане, многие отступили. Многие христиане, они не помышляют ни о Царстве Небесном, ни о Боге, ни о покаянии, ни о чем. Они живут языческой жизнью. А Господь говорит, что даже домашнее животное знает, говорит, вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. То есть народ Божий не знает Бога. И сейчас, братья и сестры, многие говорят, что они православные христиане, а в церковь ходить не хотят молиться, не хотят каяться и живут языческой жизнью. Многие имеют по несколько там жен, любовниц, какие-то мерзости творят, в злобе живут, в ненависти, гоняются за этим стяжанием, за богатством и называют себя православным. То есть, а Господь говорит, это дети отступили от меня. Поэтому, братья и сестры, вот глядя на этот мир, так актуальны слова книги пророка Исаии. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Вот как Господь называет, говорит, племя злодеев. Потому что, братья и сестры, сейчас злодейство, оно как бы вошло в общественную жизнь. То есть люди, у них уже понятие, что надо жить и грешить. У них уже понятие, что жить надо ради греховных удовольствий, ради всякого греховных мерзостей. И это все уходит в общественную жизнь. Если человек уже не идет по этому потоку общественной жизни, его считают каким-то странным, каким-то белой вороной. И как это все даже и детям внушают, что надо греховной жизнью жить. То есть не народ Божий уже получается что? Племя злодеев, как говорит, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. То есть люди отворачиваются от Господа, как бы поворачивается к Богу задом. Во что вас еще бить, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. И вот Господь наказывает, говорит, вы упорные, и я вот наказаниями хочу вас вразумить. Вся голова в язвах. А что значит голова? Это значит правители, что все и сердце исчахло. То есть и сердце народа, это вот которое духовные люди, вот это сердце народа, какие-то поэты, вот это все тоже исчахло все. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. То есть во все слои общества проникла вот эта вот греховная зараза, и Господь наказывает за это, и что? И все слои общества, мы видим, что во всех слоях общества нет нестроения, нет хорошего ничего-то и в верхах, и в низах, и все плохо. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. И вот, братья и сестры, мы видим наказание Божие на славянских землях, что города наши сожжены огнем. На Восточной Украине города превращены в грубую щебня. Они сожжены огнем. За что? За грехи людские. Поля в ваших глазах съедают чужие. То есть миграция, началась миграция, вот смотришь, вот сколько вот мигрантов, они все чужие уже съедают поля. Даже заехала как-то в Россию, в глубинку, хотел спросить дорогу, выхожу, а там уже люди по-русски не понимают, на селе. Вот, все опустело, как
поле после разорения чужими. И вот, братья и сестры, мы видим, особенно в российской глубинке, что все есть, уже нету деревень, и у нас много деревень пропадает. Вот все пустеет. Вот едешь, вот были деревни, были там, все уже пусто. Это от грехов все. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморе. Вот, братья и сестры, Господь оставляет остаток. Остаток это кто? Это люди верующие, благочестивые, которые пытаются жить по вере, пытаются бороться с греховными страстями, ходят в церковь, даже если погрешают, но каются. И этих людей мало, братья и сестры. Вокруг шумит этот языческий мир, а сколько людей в церквях? Мало, мизер. Поэтому, братья и сестры, но Господь сказал, не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать царство. И вот, братья и сестры, это тот малый остаток, и ради него Господь сохраняет весь мир. Ради 10 праведников Господь сохраняет город. И вот ради малого остатка Господь сохраняет мир. Вот этот малый остаток, это люди, которые идут навстречу Богу. Да, они падают, да, они грешат, но каются в своих грехах и снова становятся на путь Божий, на путь покаяния. Это остаток Божий. Слушайте слово Господня, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. И вот Господь как обличает, говорит, князья содомские, народ гоморский. То есть все это греховное, все это развито, так вот эта содомия, она и развивается, и сейчас тоже, вот мы видим там и гей-парады, и в высших кругах общества, вот это дело Эпштейна, и все это содомия развивается, и в низах это вникает, в низы народа, вот это все очень мерзостно, очень греховно. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен всесожжениями, а вновь и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячие и субботы праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. И вот Господь говорит, хотя бы вы и молитесь, и что-то делаете, но я отвращаю от вас лице свое. Почему? Потому что ваши руки полны крови. То есть люди, если они не каются в своих грехах, особенно в смертных грехах, то Господь не слышит их. Надо покаяние, братья и сестры. Надо приходить к Богу и каяться в своих грехах. А у нас, у многих в нашем обществе руки полны крови. Почему? От абортов, братья и сестры. Абортами залита кровью вся земля, братья и сестры. Сколько детей убиваются абортами. Сколько матерей убивают своих детей. Сколько отцов молчаливо соглашается с этой пакостью, с этой мерзостью, с этими убийствами. Поэтому надо всем покаяние. Сколько там всяких этих абортивных средств применяется, которые вытравливают плод в чреве матери. Вот это все. Ваши руки полны крови. И что человек ходит, думает, я поставлю свечку, и Бог меня примет, я же православный, крестик ношу. Но если он делает мерзость, если он делает там греховные, смертные грехи, пока он не покается, это все тщетно. И что говорит Господь дальше? Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайте за вдову. То есть что Господь хочет, чтобы мы покаялись, омыйтесь, очиститесь, удалите зло, научитесь делать добро, то есть уклонись от зла и сотвори благо, чтобы мы сделали плоды покаяния. Перестали делать зло и стали наоборот делать добро. Тогда придите, рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. То есть Господь говорит, как грехи, как багряные. То есть вообще эти самые страшные грехи. Но Господь все очистит, если мы покаемся. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Вот
братья и сестры, читая книгу пророка Исаия, понимаешь, что происходит, понимаешь, что делается, понимаешь суть событий, понимаешь, как важно покаяние. Покаяние нужно не только отдельных людей, но нужно всего общества, чтобы оставить делать грех, чтобы, наоборот, научиться делать добро, добрые дела, чтобы отстать от греха, чтобы покаяться пред Господом. Как это важно! Дай Бог всей нашей земле, всем нашим людям покаяние. И потому что Господь хочет всем покаяние, чтобы все люди покаялись и в разум истины пришли. Поэтому дай Бог всем нам покаяние, всем людям покаяние, чтобы правители вразумились, чтобы издавали законы, которые христианские, чтобы ограждали людей от греха, как-то вот от этого вот всего. Поэтому, братья и сестры, будем молиться, будем каяться, будем понимать, даже если нас мало христиан, что мы остаток Божий, что мы малое стадо, и что Господь благоволил дать нам царство. Если где-то погрешаем, будем каяться в этом, потому что время Великого Поста – это время покаяния. Дай Бог всем нам покаяния и пройти поприще Великого Поста, читая Святое Писание, каясь в своих грехах, стараясь творить милостыни и добрые дела.